Открывая заседание, спикер парламента Лаша Ашуба отметил, что в следующем году планируется полное утверждение бюджета до 10 декабря. Сегодня же депутаты парламента приняли во втором окончательном чтении законопроект о республиканском бюджете на 2024 год. За проголосовали все 25 присутствовавших депутатов. По доходам бюджет составил 15 миллиардов 526 миллионов рублей, по расходам – 16 миллиардов 273 миллиона рублей. Дефицит государственного бюджета – 746 миллионов рублей. Республиканского уровня на 2024 год еще претерпел изменения в части увеличения на 500 миллионов рублей доходов от использования государственного имущества. В данном случае преимущественно это доходы от приватизации государственного имущества. Если говорить как показатель, 500 миллионов рублей, несомненно, это немало, но это как бы, вот мы об этом говорили, обсуждали, это, наверное, получается по объему как программа целая приватизации. Очень надеемся, что эти доходы в течение 2024 года поступят, ну и, соответственно, будут направлены на те цели, которые определены в дополнительных расходах. Доходы выросли на 1 миллиард 165 миллионов 800 тысяч рублей. Вместе с тем в таблице у вас, уважаемые депутаты, есть и распределение доходов, то есть как и доходы выросли, так и, соответственно, расходы выросли. Они перед вами находятся, основные позиции направляются на отдельные этапы развития, в том числе и объектов социально-культурной сферы, в частности, ремонтно-восстановительных работ по отдельным объектам. Характерно отметить, что бюджет был представлен республиканский с дефицитом 1,2 миллиарда рублей путем сейчас дополнительных внесений определенных параметров. Республиканский бюджет, а вернее его дефицит, сокращается на 500 миллионов рублей. Это тоже достаточно хорошая позиция. Финансовая помощь России в 2024 году составит в целях социально-экономического развития 3 миллиарда 900 миллионов рублей. В целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы на 2023-2025 годы 1 миллиард 93 миллиона рублей. На финансирование мероприятий государственной поддержки отраслей экономики по программе социально-экономического развития 162 миллиона рублей. Также парламент утвердил смету расходов Национального банка Абхазии на 2024 год в размере 459 миллионов 570 тысяч рублей. Процентные расходы Национального банка на 2024 год предусматриваются в сумме 12 миллионов рублей, что на 2 миллиона рублей больше, чем в этом году, в связи с ростом привлеченных средств. В следующем году у нас расходы увеличиваются в основном на 3 направлениях. Первое направление – это расходы по организации налично-денежного обращения. На самом деле мы заложили большую цифру, 40 миллионов рублей, но речь идет о том, что в следующем году Банк Абхазии будет имитировать золотую монету Абсхалион. Увеличиваются расходы по следующей статье «Налоги в бюджет России». Почему? Как кажется, что это расходы и плохо, но на самом деле это для банка хорошо. Связано это с тем, что в Российской Федерации значительно увеличилась учетная ставка, проценты, которые начисляются на остатки наших средств в ВТБ, и с этих доходов Банк Абхазии выплачивает 20%. То есть у нас удерживается 20% с доходов, заработанных на территории России. Парламент также принял постановление об определении аудиторской организации для проведения внешнего аудита Национального банка Республики Абхазия. Аудиторской организацией станет российская компания, у которой уже есть опыт работы с Банком Абхазии. Стоимость услуг – 1 миллион 800 тысяч рублей с учетом накладных расходов. Далее депутаты парламента утвердили бюджет аппарата уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия на 2024 год. Бюджетная смета аппарата составит 9 миллионов 508 тысяч рублей. Рада Чачава, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.